В личном связисте, обеспечивающем бесперебойную связь командного пункта батареи с командным пунктом дивизиона. Ее вклад в победу отмечен орденом Отечественной войны второй степени, медалью за оборону Ленинграда. Мы служили не за награды, мы за Родину боялись, за нее дрались. Вот так она оценивает свой вклад в победу. Все надо. Мы все равно победим. Пусть даже, бывало, конечно, там говорили, что у них самолеты там больше. У нас меньше в то время были, но все равно у нас люди сильнее. Каждый хотел. У других, допустим, вот сколько оккупировано было городов, сколько было разрушено деревень. У каждого солдата почти что-то было на душе, там, обида какая-то была. У того там деревню сожгли, у того там родителей убили. Каждый хотел мстить. И поэтому шли. Долгожданную победу она встретила под Волховом. О конце войны в 4 часа утра однополчане узнали от Любаши, дежурившей в ту счастливую ночь с 8 на 9 мая 1945 года. Я передаю с дивизиона, что вот так и так, победа. Вот я объявила тревогу. Было затишье, все тихо было, и вдруг тревога. В чем дело, спрашивают. Война окончилась. Вот все тогда начали стрелять. Узнала я тайну пропажи медалей, уже не ожидая ее раскрыть. Впрочем, моя задача была другая – услышать о войне. У вас какие медали украдены? За оборону Ленинграда и за победу над Германией. Самые дорогие. Угу. Я бы их могла вернуть, но тут такое получилось, что у такого человека они оказались, что он умел. А я думаю, да ладно, Бог с ним. Он тоже воевал или что? Да нет, он не воевал. Он не воевал, но считался, сам себя поставил так, что вроде он всю войну прошел. Тут получилось так, что он не сам взял их. А тогда сыну было, наверное, лет 8, и он на значки у него выменял. И то вот он мне, наверное, года 2 или 3 тому назад рассказал. Я его раньше еще спрашивала. Скажи, говорю, что ты? Его уже не стало здесь. И он признался? Он тогда сказал. В юбилейный год 60-летия победы над фашистской Германией медаль нашла своего героя. Другая, но отголосок Ленинградской битвы. Летом 2005 года в честь 60-летия победы указом президента Российской Федерации Любовь Николаевна награждена медалью в память 300-летия Санкт-Петербурга, которую она получила в городе Якутске из рук заместителя губернатора города Санкт-Петербурга. В Якутии такой награды удостоились всего 2 фронтовика. Одна из них – Любовь Калабина. После войны Любовь Николаевна вернулась к своей профессии. До пенсии проработала в узле связи, стала заслуженным работником народного хозяйства Якутской ССР, ветераном труда. И до сих пор, удивляя окружающих, она ведет активный образ жизни. Ежедневно проходит пешком не менее 10 километров. Не сидеть ни единой минуты без дела. Таков ее главный девиз жизни. И сейчас, когда, казалось бы, можно и отдохнуть. Но она ведь солдат Победы, и этим все сказано. Информационное поле сейчас в подавляющем большинстве засеяно телевидением. И, как ни странно, в погоне за рейтингом телевидение стало ретранслятором боли. Все, что в эфире сегодня, как правило, звучит в негативном контексте. Репортаж с места катастрофы в новостях или избиение людей в кассовом боевике. Наше телевидение в этом плане выигрывает. Мы пытаемся делать настоящее, реальное, человечное телевидение.
Это событие еще раз доказало верность мысли. Театр – страна истинного. На сцене – человеческие сердца. В зрительном зале – человеческие сердца. Все о премьере спектакля «По велению Чингисхана» вы узнаете в программе «Сарел» на канале НВК «Саха» в понедельник, 13 февраля в 22:10. Жизнь человека имеет смысл, когда он вносит смысл в жизнь других людей. Действовать и побеждать, смотреть далеко вперед и не останавливаться на полпути, двигаясь к поставленной цели. Немногие обладают этими качествами. В среду, 15 февраля, в 21 час 5 минут смотрите видеофильм «Линия жизни», подготовленный творческой группой дирекции информационных и политических программ к 4 годам деятельности президента Республики Саха-Якутия Вячеслава Анатольевича Штырова. Добрый вечер. Вас приветствует информационно-аналитическая программа «Якутия. День за днем». Обзор основных событий прошедшей недели. В студии работает Владимир Ермаков. И сейчас коротко о главных темах выпуска. Губернаторы Дальневосточного федерального округа собрались в Хабаровске на заседании Совета, который провел Камиль Исхаков. На фоне других Республика Саха-Якутия выглядит достойно. В основном звучала позитивная информация по Республике Саха-Якутия. Правительство республики продолжает отчитываться перед населением. С этой целью премьер Егор Борисов выезжал в Нерюнгринский район. В республике в эти дни начались традиционные отчеты правительства и Республики Саха-Якутия. Подведены итоги интерактивного конкурса НВК «Саха. Новая песня». Вчера состоялся заключительный гала-концерт. В Хабаровске на этой неделе прошло заседание Первого совета при новом полпреде Камиле Исхакове. В нем приняли участие 18 губернаторов. В состав якутской делегации, которую возглавил президент Вячеслав Штыров, вошли также спикер Госсобрания Илтумен Нюргун Тимофеев, федеральный инспектор по республике Сергей Кириллин, вице-премьер Артур Алексеев и другие официальные лица. По мнению руководства федерального округа, по всем основным параметрам Якутия входит в число регионов, успешно выполняющих поставленные задачи. Тему продолжит Алла Кондратьева. 10 февраля в городе Хабаровске впервые после назначения полномочный представитель президента Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу Камиль Исхаков провел совет всех губернаторов округа. 18 из 20 руководителей субъектов, представители федеральных структур, законодатели собрались для подведения итогов 2005 года по вопросам национальной безопасности в политическом, социальном и экономическом положении Дальнего Востока. Обсуждался доклад президенту Российской Федерации о комплексной ситуации по Дальневосточному федеральному округу, касается и общегосударственных проблем, ну и, конечно же, экономики. Вот в части экономики в докладе в основном звучала позитивная информация по Республике Саха-Якутия. Это и по сельскому хозяйству, и по жилищному строительству, по всем основным параметрам. Конечно же, республика называлась в числе успешно выполняющих поставленные задачи, и в ряде случаев, по индексу промышленного роста, тут у нас объективные моменты, тем не менее, только пожалуй, по одному этому вопросу отмечалось, что в республике на общем фоне, некоторое снижение индекса промышленного производства. Руководители субъектов на Совете обсудили взаимодействие всех органов власти по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период. Также была обсуждена тема организации работы по проведению мероприятий в рамках Года Российской Федерации в Китайской Народной Республике. Наша республика среди первых начала подготовку к этому событию. Делегация побывала в Китае, где в марте готовится к открытию Якутский культурно-этнографический комплекс в русской деревне в городе Харбине, а в июне на официальном открытии Года России в Китае все субъекты Дальнего Востока примут участие в 17-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке. В работе Совета при полпреде Камиле Исхакове принял участие министр информационных технологий и связи Леонид Рейман. В этот день началась реализация федеральной программы доступных универсальных услуг связи. Таксофоны к лету 2006 года должны появиться и у нас в республике. В Якутии победила по предоставлению услуг телефонной связи Саха-Телеком и по предоставлению услуг пунктов коллективного доступа Почты России.
Соответственно, в этом году эти компании уже начали строить соответствующие сети, и они должны начать предоставление услуги не позднее лета этого года. На самом деле, я думаю, что они это начнут делать раньше, потому что вот первые 20 таксофонов появятся в Хабаровске, видите, уже в феврале. И до конца 2006 года, как я уже сказал, они должны 100% населенных пунктов обеспечить связью, и она должна везде работать. По таксофону 1 минута разговора по всей территории России составит всего 33 копейки. 1 час доступа в интернет – 40 рублей. Республика Саха-Якутия вошла среди 2 субъектов и в федеральную программу развития цифрового телевидения. В целом, первый совет при полномочном представителе Камиле Исхакове был для нашей республики достаточно конструктивным. Алла Кондратьева, Сергей Таюрский. Специально для программы «Якутия день за днем». В администрацию президента республики на этой неделе поступил перечень поручений президента России Владимира Путина, подписанный по итогам совещания, которое прошло 6 января этого года в Якутске по вопросам социально-экономического развития Республики Саха-Якутия. Правительству России с участием правительства республики следует разработать схему комплексного развития производственных сил, транспорта и энергетики республики, принять меры по обеспечению сквозного проезда по федеральной дороге Колыма, рассмотреть возможность включения в проект строительства железной дороги Беркакит-Тамот-Якутск, возведения моста через реку Лена в районе города Якутска. Принять меры по дополнительной господдержке российских авиакомпаний, разработать меры, направленные на опережающее развитие энергетической инфраструктуры региона. С учетом особенностей малонаселенных районов Крайнего Севера и приравнивая к нему местности, определить порядок включения медицинских работников в формируемый федеральный регистр для получения выплат в рамках национального проекта в сфере здравоохранения. Необходимо разработать комплекс мер по поддержке лениводства и коневодства в районах Крайнего Севера, рассмотреть возможность выделения средств из федерального бюджета на 2006 год для решения проблемы ветхого жилья в Якутии. Завершить в установленном порядке подготовку программы создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможностей экспорта голубого топлива на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Определить сроки проведения аукциона на право пользования недрами Чандинского газоконденсатного месторождения. Перечень поручений подписан президентом страны 3 февраля. Ответственный председатель правительства России Михаил Фродков. Президент республики провел очередное итоговое совещание о состоянии борьбы с преступностью в 2005 году. Как отметил Вячеслав Штыров, совещание проводится с целью обозначения новых задач, способствующих устранению преступлений против личности, а также связанных с оборотом наркотиков и в экономической сфере. В этом году заседание прошло в расширенном варианте с участием министров, членов правительства, парламента, представителей учебных заведений, правоохранительных органов. Тему продолжит Аликдина Соловьева. 19 тысяч преступлений совершено в республике в 2005 году. За последние 10 лет это самая большая цифра. Она ярко отражает общий уровень состояния преступности в Якутии. Этот рост произошел в основном за счет имущественных преступлений. Рост преступлений произошел в результате того, что в прошлом году правоохранительные органы и прежде всего прокуратура принципиально поменяла свои отношения к фактам, укрытых от учета преступлений. А кражи, грабежи, угоны – это как раз те преступления, которые чаще всего не регистрируются должным образом или не регистрируются вообще. В прошлом году прокуратурой было выявлено 9 тысяч фактов незаконного отказа в возбуждении уголовного дела. По словам Владимира Никонова, меры, которые принимает МВД, должны быть более жесткими по наведению порядка в своих рядах. Высокий уровень преступности сохраняется в городах Нерюнгри, Ленск и особенно в Якутске. Почти 90% уличных преступлений приходится на столицу. Несмотря на неоднократные требования МВД, так и осталось нерешенные руководством городской милиции вопросы развития стационарных постов милиции, а также внедрение и использования современных установок видеонаблюдения, телеобзора, устройства экстренной связи гражданин милиции, не говоря уже об автоматизированных системах управления патрульно-постовыми нарядами. Конечно, я понимаю, что эти вопросы не может решить одно управление. Это прежде всего должна решать администрация города. Несмотря на сложность вопроса, необходимо смотреть, как мы работаем, сказал президент Вячеслав Штыров. Нельзя позитивно оценить работу МВД, которая долгое время находится без руководителя. Есть и другие разные причины. Это и застой кадровый, это и неправильно избранная организационная структура, и акценты деятельности. Да и что там греха таить, сам климат, что ли, морально-психологический, который сложился в этом Министерстве внутренних дел, значит, он способствует, будем говорить, и
развитию коррупции и так далее, и так далее. Разве это не так, что ли? Или не втянуты даже руководители Министерства внутренних дел в коррупционную деятельность? Втянуты. И даже премии, которые вы получаете, понимаете, значит, в виде там мебельных гарнитуров по 300 тысяч или там по и так далее, это один из родов превентивной взятки за укрывательство от будущих преступлений. Для нормального развития общества необходимо бороться не только с уголовными преступлениями, но и усилить работу по правам человека. К сожалению, здесь у нас много запущенных вещей. Ну вот, например, возьмем ситуацию с людьми, которые имеют право на получение жилья в городе Якутска по тем или иным обязательствам мэрии, значит, или погорельцы там и так далее, и так далее. Вот здесь мэр города Якутска говорит, давайте мы как-то усилим работу по обеспечению жильем. И в том числе увидели, слышали своими ушами, говорят, мы тоже будем принимать участие в обеспечении жильем правоохранительных органов и так далее. Благородно. А кто будет решать вопрос о тех людях, которые без жилья находятся? Полный цинизм, понимаете. Говорят, денег нет, есть деньги. Бюджет города – это бюджет средней области Российской Федерации. И жилье строится, и покупается, и премии милиционерам даются, которые потом покрывают. Рост преступности происходит наряду с позитивными сдвигами в обществе. При осмыслении социальных явлений, создание новых институтов, государственных программ, возможно, разрешит это противоречие. Алигдина Соловьева, Илья Жараев, НБК Саха, Якутск. В Государственном собрании Ил-Тумен состоялась встреча главы республики Вячеслава Штырова с народными депутатами. На этот раз речь шла об имущественных комплексах ряда предприятий Якутии. Репортаж Аллы Кондратьевой. В субботу, 11 февраля, состоялась встреча президента Республики Вячеслава Штырова с депутатами Госсобрания Ил-Тумен о работе, которая проводится по взаимодействию правительства республики с федеральным центром по поручениям президента России, касающихся имущественных вопросов. Президент проинформировал депутатов о решении вопросов по предприятиям «Арктическое морское пароходство» и «Якут-Уголь», чье имущество будет сохранено в республиканской собственности. Предприятия связи ГУП ТЦТР и Саха-Телеком должны передать такие объекты, как приемо-передающие устройства, в федеральную собственность. Должен быть решен вопрос аренды. По акционерной компании «Алроса» существует несколько вопросов, решение которых находится в ведении президента России. Правительство Российской Федерации увеличивает долю акций до 50% плюс 1 акция в акционерной компании путем введения в уставной капитал имущественного комплекса. 40% акций сохраняется за республикой. Правительство Российской Федерации должно гарантировать компенсацию выпадающих доходов. Было принято решение о том, что необходимо скупить акции, которые есть в свободном обращении, выкупить их на баланс компании «Алроса» с последующим погашением, уменьшением уставного капитала, естественно, доли переменятся, либо с передачей одному из акционеров. Но мы считаем, что мы должны опираться на имущественный комплекс, а эти акции пусть передаются Российской Федерации. Вопрос сложный очень, чрезвычайно сложный. Ну, я теперь могу говорить следующее, что на другой же день Герман Оскарович Греф неосторожно сделал вот эти все заявления, тем более, что назвал цифру, что компания якобы стоит 6,4 миллиарда долларов. Ну, естественно, что продажа акций прекратилась. Значит, все хотят теперь продавать акцию по 30 тысяч долларов за штуку. Значит, это, конечно, потребует колоссальных средств. Есть две вещи, которые необходимо сейчас сделать. Во-первых, довести до конца вопрос об оценке. Мы считаем, что оценка 6,4 миллиарда долларов стоимость компании завышена. Потому что еще год назад акционерная компания «Алроса» объявляла, что значит, стоимость акций, 100% акций составляет 4,5 миллиарда долларов. Значит, почему за год такой резкий скачок в цене произошел? Значит, на самом деле ничего такого хорошего не произошло, ведь в жизни компании, наоборот, положение у нее ухудшается с каждым днем и стремительно. Ну, хотя бы тот показатель, что добыча алмазов снизилась на 13% в физическом выражении в этом году. План на 2006 год предусматривает снижение на 7%. Рентабельность компании падает в связи с переходом на подземную добычу и так далее. Вот оценщик применил только один подход. Значит, подход основан на принципе доходности. А другие подходы, которые основаны на
затратном принципе и на сравнительном принципе они не были применены. Но еще существует целый ряд тонкостей, которые уже знают только специалисты. Значит, и мы имеем все основания считать, что стоимость компании завышена как минимум на $1,5 миллиарда, а на самом деле на значительно большую величину. Все эти вопросы должны быть решены по поручению президента России в течение 3 месяцев. Подробности о встрече президента республики с депутатами смотрите на канале НВК «Саха» в понедельник, 13 февраля. Специально для программы «Якутия. за днем» Алла Кондратьева, Сергей Таюрский. Производители бриллиантов Якутии по итогам года справились с поставленными задачами. Произведена огранка необходимого количества камней, получена запланированная прибыль. Крупнейший гранильный завод Якутии PL Diamond занял 3-е место по экспорту бриллиантов среди других российских предприятий. На 2006 год задачи еще более серьезные. Огранщики камней собираются наладить совместную работу с ювелирными заводами для увеличения объема продаж и прибыли. Весь прошлый год мировой рынок не давал покоя огранщикам. Цены на сырые алмазы росли, цены на бриллианты остались практически на прежнем уровне. Чтобы работать рентабельно, приходилось приспосабливаться. И, как показывают финансовые итоги, якутские диамантеры смогли удержаться на рынке. Общий объем сырья, который был приобретен нашими гранильными заводами, здесь нашей компании составляет около 234 миллионов долларов. Производство бриллиантов, сегодня где-то около 230. Эта цифра будет уточняться, потому что здесь пока еще идет разброс данных. И реализация бриллиантов в размере 228 миллионов долларов. То есть мы сохранили и по объемам реализации даже превзошли уровень 2004 года. В том, что алмазо-бриллиантовая промышленность Якутии нужна, сегодня уже никто не сомневается. Это сотни рабочих мест, миллионы налоговых отчислений в бюджет. Тем более закончилось то время, когда было выгодно заниматься банальной перепродажей. Только производство качественной конечной продукции и грамотный менеджмент позволяют эффективно работать. Цены на сырые алмазы на внутреннем рынке постепенно приближаются и, видимо, уже достигли практически, может быть, не по всем еще позициям, уровень цен на внешнем рынке. Поэтому те заводы, которые в первую очередь стремились получить какую-то, для себя маржу за счет перепродажи алмазов, у них возможность маневра практически сузилась сегодня до предела. Крупнейший завод Якутии PL Diamond закончил год с прибылью и занял 3-е место в России по экспорту бриллиантов. План, поставленный Алмазным советом республики, выполнен. Производство выросло на 39%, реализация на 20%. Значительно улучшено качество конечной продукции, расширена зарубежная сеть. Внедрение новейшего оборудования позволяет производить высокоточную огранку, а детальное изучение зарубежных рынков выпускать то, что пользуется наивысшим спросом. Если в Европе и на Ближнем Востоке требуются камни определенной категории, а в Азии другие требования, в Америке тоже, исходя из этого, мы строим свою стратегию и размещаем готовую продукцию в зависимости от требований рынка. Снижение себестоимости производства – одна из главных задач, и это в первую очередь касается мелких камней. Обстоятельства сложились так, что на территории России, в отличие от крупных камней, мелкий гранит невыгодно. Поэтому такую работу приходится выполнять в странах с дешевой рабочей силой. Первый опыт позволяет надеяться на желаемые результаты. Уже работаем в центре Российской Федерации и освоили огранку в Китае. Сейчас мы производим там продукцию из камней, которые нерентабельны для производства Российской Федерации. Первые партии уже идут. Правда, и тут проблем хватает. Постоянно приходится сталкиваться с ограниченной свободой передвижения через границу товара и денег. Высокие таможенные сборы и банковские проценты съедают ожидаемую прибыль. Крутиться приходится в рамках 15% квоты согласно указу президента России. Тем не менее, международное взаимодействие налаживается, и это особенно важно в канун вступления страны в ВТО. Мы думаем, что мы сегодня готовы конкурировать и конкурировали. То есть эта сторона нас особо не беспокоит. Еще одно новшество производителей бриллиантов – изготовление ювелирных изделий. Вот в этой области и планируется добиться наивысшей прибыли совместно с ювелирными заводами республики. Пока сделаны только первые шаги, но уже сейчас можно сказать, что они оправданы. Поэтому в ближайшее время эта работа будет развиваться. Мы в конце февраля по линии Алмазного совета планируем
здесь, в городе Якутске, созвать обширный форум с участием не только граничников, но и наших ювелиров, с тем, чтобы можно было собраться и выработать совместную тактику и стратегию дальнейшего развития вот этих двух отраслей. Таким образом, 2005 год для граничников Якутии, помимо того, что сложным, был еще и интересным. Сделаны серьезные заделы для повышения прибыли и, как следствие, развития. На год текущий задачи еще более серьезны, и справиться с ними вполне реально. Тем более, что с поставщиком сырья компании «Алроса» достигнуты определенные договоренности. А это значит, что одной проблемой меньше. Исполнительные власти республики продолжают отчитываться перед населением о проделанной работе. Встречи прошли уже на большей части территории республики. Разные правительственные группы одновременно работают сразу в нескольких районах. На этой неделе председатель правительства Егор Борисов выезжал с отчетом в Нерюнгринский район, где на встречах с населением побывал и наш корреспондент Евгений Прокопьев. График работы официальной делегации во главе с премьером Егором Борисовым в Нерюнгринском районе был довольно напряженным. Сразу по прилету участники делегации отчета органов исполнительной власти провели совещание по вопросам добычи золота. Как отметил глава администрации муниципального района Василий Старцев, в последние годы с правительством республики, районными органами внутренних дел наладились взаимоотношения взаимного партнерства. Заключаются социальные договоры для того, чтобы процессы золотодобычи в районе не привели к экологической катастрофе. Детальному рассмотрению подверглась деятельность открытого акционерного общества «Нижнеленское». За счет этого предприятия в районе были построены 5 школ и другие социальные объекты. На следующий день члены правительства встретились с коллективами образования, здравоохранения, культуры, строителей. Егор Борисов рассказал о деятельности правительства республики за прошлый год, об основных направлениях деятельности бюджетных, промышленных предприятий, о главных событиях в социальной жизни Якутии. Уважаемые товарищи, в республике в эти дни начались традиционные отчеты правительства Республики Саха-Якутия или исполнительных органов власти республики во главе с президентом Республики Саха-Якутия Вячеславом Анатольевичем Штыровым. Но я хотел бы в начале своего выступления обозначить то, что для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность людей, населения республики, трудовых коллективов, мы регулируемся или работаем под организацией разных уровней органов власти. В своем выступлении премьер также отметил грамотное руководство, привлекательное положение холдинговой компании «Якутуголь» как для республиканского, так и для российского бюджетов. Также главой правительства было отмечено, что более половины нерюнгринских предприятий убыточны. Снижается объем пассажирских перевозок, растет безработица. Но главный недостаток в работе руководства района – практически полное отсутствие производства товаров народного потребления. В тот же день состоялись встречи с работниками управления жилищного хозяйства и коллективом холдинговой компании «Якутуголь». Учитывая многочисленные вопросы присутствующих по поводу имущества Якутугля, премьер сказал: Якутяне работают на своей собственности, они не растеряли те или иные государственные активы за 15 лет. Они сохранили, и они сделали свои предприятия привлекательными за счет своих возможностей, за счет своих источников поддержки. И такие предприятия, и правительство Якутии, президент Якутии занимаются этими предприятиями конкретно. И это предприятие становится флагом угольной промышленности Российской Федерации. Если так они управляли хорошо, то пусть управляют и дальше. Пусть это предприятие остается в собственности Республики Саха-Якутия. Рабочей группой были проведены встречи в поселках Чульман, Беркакит, Золотинка и Энгра, Серебряный Бор. Основными темами обсуждения с населением стали вопросы начисления пенсий и коммунальных платежей, низкий уровень зарплат на селе. 10 февраля члены делегации по отчету органов исполнительной власти вылетели в город Якутск. Евгений Прокопьев, Евгений Мальцев. Специально для программы «День за днем». Роспотребнадзор Якутии не рекомендует пока выезжать за пределы страны. В связи с распространением птичьего гриппа в настоящее время усилен надзор за птицеводческими хозяйствами, санитарной охраной территории республики, а также личными подворьями граждан. Учитывая сложную ситуацию, проведена работа с турфирмами, организующими поездки. Об этом шла речь на встрече с журналистами, посвященной итогам работы за прошедший год. Роспотребнадзор удовлетворен своей работой за прошлый год. В 2005 году удалось сократить количество вирусных заболеваний и заболеваний, передаваемых половым путем. Но по-прежнему сложной остается ситуация с туберкулезом. Приняли специальное решение по тому, что совместно с главами необходимо обратить внимание по укреплению противотуберкулезных диспансеров и по укреплению этих противотуберкулезных служб.
Достигнуты высоты в профилактике инфекционных заболеваний. 95% детей республики получили прививки от управляемых инфекций, такие как паротит, дифтерия и краснуха. Более половины населения Якутии привиты от гриппа. И по словам специалистов, сделано все возможное по недопущению в Якутию вируса птичьего гриппа. Самое большое значение придаем лицам, прибывающим к нам в республику из зарубежья и из неблагополучных регионов. Это в основном Средняя Азия и Закавказские республики. В основном они кишечные инфекции к нам завозят и брюшной тиф. За прошедший год увеличилось количество заявлений и обращений граждан республики. Так, в 80% случаев это конфликтные ситуации, возникшие между продавцами и потребителями. Основными причинами тому продажа товаров с недостатками и предъявление услуг ненадлежащего качества. Как правило, ситуации решались в пользу заявителя. Алексей Соколов, Александр Князев, НВК «Саха», Якутск. День российской науки отмечался на этой неделе. Представители научного корпуса республики встретились в культурном центре Якутского госуниверситета, где прошло приуроченное к этому дню торжественное собрание. Среди почетных гостей министр науки и профессионального образования Геннадий Толстых, вице-спикер Илтумена Юрий Заболев, председатель комитета по науке Александр Жирков, президент Академии наук Василий Филиппов. В этот вечер молодые ученые Якутии были отмечены грантами имени академика Василия Ларионова и премиями имени Ариана Кузьмина. Стали известны имена обладателей грантов президента республики. Они присуждены большой группе молодых ученых, представителей разных научных направлений. Президент Якутии Вячеслав Штыров провел совещание по вопросам реализации концепции развития национальных видов спорта в Республике Саха-Якутия. Рассматривались 3 крупных вопроса: деятельность Ассоциации национальных видов спорта и игр народов Якутии Сахаада-Якутии, Сахаада-спорт. Концепция развития национальных видов спорта в республике, одобренная Вячеславом Штыровым в мае 2002 года, и проект президентской программы развития национальных видов спорта. Информацию о деятельности ассоциации и о том, как эта организация реализует пункты концепции, предоставил ее президент, вице-спикер Госсобрания Илтумен Александр Ким-Кимен. Практически все поручения президента республики от 2002 года выполнены. Разработаны программы по развитию национальных видов спорта, проведению более 350 спортивных мероприятий. Издан целый ряд печатных изданий, в том числе научно-методических и теоретических. На совещании рассматривался и проект программы развития национальных видов спорта республики на 2007-2012 годы. Председатель Госкомспорта Михаил Гуляев выступил с предложением придать ей статус президентской. В свою очередь президент Вячеслав Штыров дал поручение ее доработать, согласовать с правительством и затем представить на утверждение. Сегодня начал свою работу 2-й форум «За здоровый образ жизни». В рамках форума проходит ежегодная ярмарка. На сегодняшний день принято 58 заявок на участие от министерств и ведомств республики, общественных организаций и предприятий. Параллельно будут проведены мастер-классы и обучающие семинары по оздоровительным технологиям. Завтра для всех желающих пройдут мастер-классы и семинары «Марафон здоровья». В спорткомплексе «Мадун» специалисты намерены поделиться своими навыками в области гимнастики, фитнеса и йоги. Во вторник, 14 февраля, состоятся круглые столы и будут работать дискуссионные площадки. Здесь можно будет встретиться с министром труда и социального развития республики Юлией Песковской, а также пообщаться с психологами. Подведены итоги интерактивного конкурса НВК «Саха. Новая песня». В течение 8 недель телезрители республики имели возможность голосовать за своих любимых исполнителей. За этот период времени поступило 95 168 звонков из разных районов республики. Прозвучали 21 новая песня, среди них несколько дуэтов и трио. До финала дошли не все. В процессе конкурса 7 исполнителей выбыло, набрав наименьшее количество очков. По итогам голосования лидером стал Александр Дичковский «Сарын». Приз получила и Уля Сергучева-Кюней в качестве композитора. Изящны были специальные серебряные призы, утвержденные НВК «Саха». Они были на чероитовых и нефритовых подставках. В каждом насчитывалось 56 камней. На итоговом гала-концерте прозвучала финальная песня конкурса НВК «Саха». Слова написала Наталья Михалева, музыка Сергея Ермонова. Вот такой была прошедшая неделя. Развитие событий вы узнаете из выпусков новостей, а итоги мы подведем ровно через неделю в это же время на канале НВК «Саха». Всего вам доброго и до встречи.
Жизнь человека имеет смысл, когда он вносит смысл в жизнь других людей. Действовать и побеждать, смотреть далеко вперед и не останавливаться на полпути, двигаясь к поставленной цели. Немногие обладают этими качествами. В среду, 15 февраля, в 21 час 5 минут смотрите видеофильм «Линия жизни», подготовленный творческой группой дирекции информационных и политических программ к 4 годам деятельности президента Республики Саха-Якутия Вячеслава Анатольевича Штырова. Здравствуйте, с вами Сергей Брилев, в эфире тележурнал «Вести недели». В этом выпуске. Новая тайна мадридского двора, тайна политическая. Зачем Владимир Путин зовет в Москву Хамас? Кому в Испании не требуется перевод? Зеленый шум оливковых рощ Испании, весь урожай которых уходит в Россию. И зеленый шум вокруг карикатур, шум, который слышно и в самой России. Ответ Ирана, конкурс карикатурного Холокоста и мобилизация союзников. Репортаж из Ливана. Ответ Кадырова он указывает на дверь датскому совету поверженцев. Я думаю, что рано или поздно от этого откажется и вернется туда датское представительство. Реакция сразу двух поколений российской дипломатии. Эксперты программы Евгений Примаков, Сергей Лавров и те самые карикатуристы в Копенгагене. Рядовой Сычев в Москве. Кто остановит дедовщину? Як один всесилен и человеколюбец. Аминь. Армейские капелланы, отец Петр с десантниками в Ишиме, православная молитва и японские команды карате. Суёку, хаяку. Быстро, сильно. Бывший летчик отец Владимир, куда летим и во что верим. Если армии поможет вера, то какая? И вера в свои силы, военная полиция. Кому она будет подчиняться и что можно заимствовать из зарубежного опыта? Кладбище русских кораблей на Канарах и удивительная схема, по которой российскую собственность перекрашивают, а документы подделывают. Расследование на Канарах и в Архангельске привело нас в Москву и в африканскую Мавританию. И кто приправил знаменитый доклад, с которым 50 лет назад Никита Хрущев выступил на 20-м съезде? Да вы-то куда смотрели, отцу, я говорю. Да, на довольно таких высоких тонах. Дочь Хрущева, внук Молотова и бывший ссыльный Александр Збруев. Вот то, что там произошло у тебя внутри, останется, по всей вероятности, навсегда. Когда уходят холода и наступает оттепель? Такого переплетения сюжетов, как на этой неделе, не было давно. Датчане за свои карикатуры, может, наконец и принесли извинения, но события развиваются уже по своей логике. И их отголоски слышны и в России. Пожалуй, самая характерная фраза недели из уст духовного лидера Ирана Аятоллы Хамини. Он сказал, что карикатура на пророка Мухаммеда – это израильский заговор, ответ на победу движения Хамас в Палестине, заговор, чтобы столкнуть мусульман и христиан. О том, насколько эта мысль справедлива, мы поговорим чуть позже. А вот характерна она тем, что из нее видно, на каких разных языках сейчас говорят те, кому бы надо срочно договариваться, чтобы не вергнуть всех нас в, возможно, еще невиданную бойню. На сегодня получается, что Россия чуть ли не единственный мировой игрок, с кем сейчас готовы общаться и те, и другие. Только Москву готовы слушать и Запад, и Иран. И только Москву из всего квартета ближневосточных посредников готов слушать Хамас. Радостного в этом мало, но Россия это позволяет решать проблемы и всего мира, и свои собственные. Новые силы для решения этих задач у России есть, что показал первый в этом году для президента России выезд на Запад, в Мадрид, где Владимира и Людмилу Путиных встречал король Хуан Карлос и королева София с домочадцами, но потом были и крайне показательные политические переговоры. О том, какие правила игры Москва видит и с Европой, и с Ближним Востоком, и для себя самой, о российском ресурсе и российских перспективах, из Испании наш обозреватель Андрей Кондрашов. За всем, что делал Путин в Мадриде, все это время наблюдали так называемые совиспанцы. В 1937 году 3000 испанских детей были эвакуированы в Советский Союз на время гражданской войны в Испании. Но потом их из Советского Союза так и не выпустили. И многие прожили там всю жизнь. Теперь те испанцы, что все-таки вернулись из России на родину, переживали за переговоры Путина так, как, наверное, никто не переживал в России. Что говорит о моей родине, это их родина тоже что-то плохого
или о Советском бывшем Союзе, или о России, мы зубами их загрызем. Да, да. Вот как. Мы за Россию все отдадим. Все. Великая страна. Онорина Фернандес, Антонина Колганова и Эрнесто Вега де ла Иглесия Зубизаретта. Как и сотни остальных, люди с похожей судьбой. Эрнесто в Москве был стахановцем, выполнял 440 норм и думал о пятилетке за 4 года. У него есть красный флаг, с которым он уже в Мадриде организует демонстрации на 7 ноября, 1 и обязательно на 9 мая. Я родился в Испании, но моя вторая родина — это Россия. Советский Союз. Вторая родина. Я даже люблю больше Россию, чем Испанию. Вот футбол играют испанцы и русские, я хочу, чтобы играли русские. Всегда. 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 Всегда русские, потом испанцы. Ко мне очень хорошо отнеслись. Очень хорошо. Русский народ и Сталин тоже. Единственное, что совиспанцам хотелось, это чтобы Путин посетил в Мадриде памятник советским людям, погибшим в войне за Испанию. Но по протоколу венок должен был лечь к монументу всем отдавшим жизнь за Испанию. Площадь Леальтад так и осталась единственным местом в Мадриде, которое помимо дворцов на этот раз увидел российский президент. Хотя, если бы не длинные переговоры, посмотреть в Мадриде было бы на что. Вот, например, любимая у горожан площадь Испании. Выгул собак и фашистов запрещен. Так общественные организации охраняют покой своего культурного наследия. Здесь памятник Сервантесу и его героям из бессмертного романа «Хитроумный Идальго» Дон Кихот Ла-Манческий. Один из наших мадридских коллег, журналист из испанского правительственного пула, поделился с нами на днях интересной мыслью. Европа, сказал он, напоминает мне Дон Кихота. В благородных целях выдумывает для себя злодеев, а потом косо смотрит на русскую ветряную мельницу. 400 лет прошло со времен Дон Кихота, и, в общем, уже давно стало ясно, это все нам рассказывает испанский журналист, что этот великан, эта ветряная мельница, уже давно крутится в европейских же экономических интересах. А потому тыкать в нее копьем – это поступок уже не Дон Кихота, а скорее четвероногого любимца Санчо Панса. И с этой мыслью, в общем, было трудно не согласиться. Испанская провинция Экстремадора на границе с Португалией. Рыцарь маслин и оливкового масла Дон Хесус Льорка обходит плантации, которые своим существованием, как выясняется, обязаны России. Когда-то в 92-м Дон Хесус отправлял в Москву первый контейнер. На него смотрели как на экстремала. Товар то разворовывали, то не платили. Через 13 лет он поставил на России испанский рекорд. 1 400 000 тонн оливок за год. Сейчас, когда в России такой стабильный, более или менее рынок, сейчас все лезут туда, все хотят присутствовать на российском рынке. Тогда далеко не все боялись. Мы работаем и молимся, лишь бы в России все было хорошо. Иначе я и не знаю, сколько испанцев могут остаться на улице. Но если Путин здесь с нашим королем, то, наверное, все будет хорошо. Испанцы уже привыкли к тому, что Россия единственная страна, где зеленые оливки почему-то называют маслинами. А теперь уже сами по-русски так и пишут на банках, чтобы в России понравилось все, вплоть до русских названий. И на королевском приеме, и позже Владимир Путин о торговле с Испанией говорил постоянно. Потом станет ясно, зачем к торговым беседам привлекался Сергей Лавров, тоже во фраке. Но первым тему большой торговли начинал король Хуан Карлос. Россия – великая энергетическая держава, но это и большая ответственность. Примечательно, что во время визита не прозвучало и слова об Украине, которую Мадрид поддержал во время газовых споров Москвы и Киева. Оказалось, что правительство Испании теперь очень желает, чтобы испанские компании были допущены к разработке российских месторождений газа. И Россия как раз не против. Против была только Кастильская газета, усмотревшая якобы растущую газовую зависимость Испании от России. Об испанской независимости премьер Луис Сапатера доверил отвечать российскому лидеру. Слухи о чрезмерной энергетической зависимости Испании от России сильно преувеличены. Если вы посмотрите на долю российской энергетики на испанском рынке, то она ничтожна пока.
наш, скажем, трубный газ пока не конкурентоспособен на рынках Испании. И жаль, прежде всего жаль для вас, потому что если бы мы создали условия конкурентоспособные для наших энергоносителей, то энергетическая стабильность в Испании сильно бы повысилась. Любое упоминание о газе из уст Путина распространялось в этот день европейскими агентствами с пометкой «Молния». В комментариях появился даже термин «газополитическая карта Европы». И на этой карте действительно в последнее время происходят все новые перемены. Британия. По данным лондонской Daily Telegraph, с 23 февраля в стране поднимаются цены на газ, причем сразу на 25%. Среди причин называют общее подорожание энергоносителей, а также, на удивление британцев, быстрое истощение отечественных месторождений газа в Северном море. О дефиците газа официально заявляет правительство Италии. Винят непривычно холодную погоду, а министр иностранных дел Джанфранко Фини прямо говорит, что виновата Украина, отбирающая газ, предназначенный для Европы. Так как европейцы могут гарантированно получать российский газ? Надежда итальянцев на Грецию, с которой их свяжет газопровод по дну Адриатики. Есть соглашение. В свою очередь у Греции соглашение с Турцией. По дну Мраморного моря должен был пройти газопровод малой мощности. А теперь «Газпром» предложил за свои деньги увеличить его пропускную способность сразу в 10 раз. Зачем? Чтобы качать свой газ. А уж в Турцию из России идет не просто труба, а целый голубой поток под Черным морем. Получается, что все это в совокупности еще один уже южноевропейский маршрут, который так же, как и северный, пойдет в Европу в обход стран, которые, с одной стороны, вроде естественный коридор, но часто неестественное препятствие для транспортировки российского газа. И вот здесь стало ясно, почему министр иностранных дел России летел в Мадрид прямиком из Италии, аккурат перед которой побывал в Греции. Российский МИД, по сути, теперь не просто вовлечен в процесс диверсификации энергопоставок в Европу. Он реально продвигает интересы российского бизнеса. Госдепартамент занимаются этим спокон веку. У них огромный штат, который в рамках посольств исключительно обслуживает интересы американского бизнеса. Мы учимся и, надеюсь, не безуспешно. Безусловно, самым громким политическим итогом саммита Россия и Испания стало заявление Владимира Путина о решении пригласить в Москву лидеров Хамаса. Журналисты передавали его на ленту, даже не дослушав ответ Путина, почему Москва не считает хамасовцев террористами. Сжигать мосты, особенно в политике, это самое простое, но не очень перспективное дело. Именно поэтому мы и не признавали Хамас как террористической организацией. Сегодня нужно признать, что Хамас пришла к власти